Владимир Бекчурин должен трудиться, не покладая рук, чтобы сдать заказы вовремя. Балахчинцы знают его как дядю Володю. Это на частный дом. Приехали, обратились, железо привезли. И вот сейчас, сегодня вечером мне его надо отдать. Ну, такие котлы, если никто не отвлекает, я могу за 1,5 сутки сварить котел. Владимир занимается сварочными работами уже 10 лет. Настолько хорошо, что с заказами к нему приезжают даже из Бишкека. Ну, вчера приезжали, котел заказали, им на двухэтажный дом отопление полностью, с нуля. В Бишкек ехать надо, отопление делать, устанавливать котел. Вот мы его покроили, металл, там вот заготовки лежат. Потом вот котел на балыхче идет, там в боксе еще один котел на балыхче, так что без работы не сижу. Оп. Внутри чисто, только сам я Владимир когда-то работал дальнобойщиком. В начале 90-х годов курсировал между Кыргызстаном и Россией. Но запустил болезнь, название которой и сам не знает. Из-за осложнений врачи ампутировали ему обе ноги. Характер дяди Володи хорошо изучил за 20 лет соседства его сородич, а с недавнего времени коллега Сергей Семенов. По его словам, усердие Володи достойно восхищения. Он ни перед чем не отступает. Он пережил работа. Пережил, когда отрезали первую ногу, вот я в Токмак его возил. Ему отрезали, он в наркозе его привез кое-как с женой, мы вдвоем ездили. Перевезли, буквально прошло 3 дня, он начал работать. Дома печки варил, уже начал. А вторую, когда ногу отрезали, и все равно он не бросил. То есть уперто работать для того, чтобы добиться своей цели, понимаете? Вот он такой человек и добивается цели. Я любитель чая, я без чая не могу. Как раньше пословица была, нам хлеба не надо, работу давай. А я без чая не могу. На болезнь они не смотрят с ногами или без ног. Кто приезжал, допустим, первый раз увидал, как-то сомнение было, а потом, когда пообщался со мной, они не комплексуют, они не смотрят, что у меня ног нет. Если где-то не достаю, лестницу поставил, залез, что надо сделать, сделал с лестницы. Поэтому... Кирет, идем чай пить. Айда чай пить. С малых лет, считай, гайки крутил, баранку крутил. Ну, за баранку тянет, сильно тянет. И порой даже мне вот надоедает это все, я бросаю и уезжаю с друзьями в рейс, чтобы хоть какой-то камень с плеч скинуть. Я приезжаю с рейса, на год, на 1,5 я заряд поднимаю. Бывший дальнобойщик бывает тоскует по дальней дороге. Однако машина Владимира уже давно не на ходу, доживает свой век во дворе соседа. Вот мои ноги. Вот они. Тут вот гаечки. Я их вот так в педали ставлю. Вот. У меня тут отверстия сделал специальные. Вот на эту машину 2 педали идут. Вот такие вот. Да, на скорую руку. Надо было ехать, я быстро сделал.
Ну, мотор сделали, что-то неважно. Сейчас вот ходовку надо сделать, колеса поменять. Ну, я раньше же говорил, большую часть я жил в машине. Какая у вас самая большая мечта? Какую-нибудь грузовую не мешало бы. И по России, по Казахстану. К сестрам съездить. Мечтал мне. А вы не хотите себе забор сделать? Ну, мечта есть сделать. Но хочу необычно сделать. Чтоб на улице такого не было. Что ты хочешь рассказать? А? Что такое? Нельзя. Нельзя. У Владимира Бекчурина такая же хозяйственная жена. Они вместе воспитывают дочь. Я не понимаю тех людей, кто вот действительно не любит жизнь, не живет там, как-то Нет. стараются жизнь покончить самоубийством там или что. Это же жизнь, ее надо любить. Да, мы все живем один раз. Второй жизни не будет. И от жизни нужно брать все. Действительно. Каким бы ты ни был, что бы ни произошло, надо ей радоваться. Я радуюсь. Ты радуешься? Я не вружусь. У нас позитивный. М? Ты у нас позитивный. Ну да. Папочка, дочка, жена, учительница вредная.